Общественное объединение «Женский форум Курак» приветствует всех тех, кто интересуется электронной коммерцией. И сегодня у нас урок номер 4, где мы будем делать краткий обзор международных маркетплейсов. Итак, на экране вы видите лидирующие международные электронные торговые площадки в сегменте B2C. В мире существует сотни торговых площадок, 75 из которых приносит 90% мирового оборота. Вы можете посмотреть на экране, как географически распределяются маркетплейсы. Вы можете видеть географическое распределение популярности маркетплейсов по странам. Хочу отметить, что здесь отсутствуют Taobao и AliExpress, потому что для того, чтобы присутствовать на них, вы должны быть зарегистрированным китайским бизнесом. На экране вы видите лидирующие международные электронные торговые площадки в сегменте B2B. Они также распределены географически по странам, то есть в какой стране наиболее популярна какая международная торговая площадка. Итак, давайте рассмотрим одну из лидирующих международных торговых площадок, такую как eBay. Это пример страницы на платформе eBay. И пример листинга компаний из Узбекистана на платформе eBay. Какие же есть преимущества у платформы eBay? eBay – одна из крупнейших в мире торговых онлайн-площадок. Пользуется большим доверием у покупателей. Есть возможность продать товар методом аукциона. Комиссия обычно ниже, чем у сопоставимых торговых площадок. eBay позволяет продавать широкий ассортимент товаров. eBay не продает продукцию собственного бренда и не имеет программ поставщиков. Можно создать брендовый профессиональный магазин на платформе eBay. Имеются скидки, и на eBay есть команда сотрудников, которые постоянно занимаются улучшением своего SEO. SEO – это Search Engine Optimization, это поисковая оптимизация. Но при этом, конечно, у eBay есть свои недостатки. Существуют миллионы товаров, поэтому конкуренция по многим товарным категориям очень высока. Сайт больше ориентирован на продукт, чем на бренд. eBay часто предпочитает покупателей продавца. Плохие отзывы могут серьезно повлиять на продажи. Лимиты на продажу могут быть установлены на аккаунтах до тех пор, пока они не будут проверены службой соответствия требований eBay. Если продукты были указаны в категории, но в течение года не было продаж и при высоком уровне возврата товара. Некоторые категории продуктов не принимают недавно зарегистрированных пользователей. И вы несете ответственность за доставку внутри страны и все обслуживание клиентов. Какие же существуют категории товаров на eBay? Основные категории – это мода, дом и сад, электроника, спорт, хобби и досуг, предметы коллекционирования и искусства, здоровье и красота, двигатели и другие категории. Ну и, конечно, есть подкатегории, которые вы можете наблюдать на экране. Международный торговый центр создал краткие видеоуроки, как открыть магазин на eBay, как открыть счет в платежной системе Payoneer, который подвязывается к платформе eBay, как оценить конкурентоспособность продукции, как рассчитать затраты и прибыльность и сделать листинг продукции. Видео доступны с субтитрами на 6 языках, в том числе на кыргызском и на русском. В описании к этому видео вы найдете ссылки на данное видео. И давайте поговорим еще об одной онлайн-платформе, такой как Etsy. Etsy – очень популярная платформа на рынке B2C и C2C, где 82 миллиона покупателей. Это данные на 2020 год. И 46 миллионов в 2019 году. 81% из покупателей на Etsy совершают повторные покупки. В основном это англоговорящие. Что же продается на Etsy? Это изделия ручной работы, винтажные изделия, принадлежности для рукоделия. И на Etsy есть 4 миллиона 400 тысяч продавцов в 2020 году и 2,7 миллиона в 2019. К сожалению, в данный момент нет возможности зарегистрироваться на Etsy для продавцов из Кыргызстана. Почему? Потому что есть временное ограничение наличия Etsy Payments в стране продавца. Etsy Payments отключили до Кыргызстана, но мы надеемся, что в скором будущем ее подключат обратно. Либо же вы всегда можете найти себе партнеров, которые проживают в странах, где принимается Etsy Payments, и, соответственно, торговать успешно на Etsy. У Etsy нет комиссии за регистрацию, нет комиссии за подписку. Плата за объявление составляет 0,2% за одно объявление. Следите за обновлениями, она может иногда меняться. Комиссия за транзакцию 5% и комиссия за платежи Etsy, которая варьируется по всему миру. Например, в Великобритании это 4% плюс 0,2 фунта стерлингов. Также есть Etsy Pattern и Etsy Shipping, но это только для США.
Etsy довольно-таки популярная платформа, и на ней есть продавцы из более чем 200 стран мира. Какие же есть преимущества Etsy? Большое количество категорий в сфере одежды, аксессуаров, товары для рукоделия, винтажа. Это нишевый маркетплейс для товаров ручной работы и принадлежности во многих различных категориях. Например, одежда, аксессуары, украшения, обработка дерева, картины, вязание крючком, шитье, цветочные композиции. То есть я думаю, что наши ремесленники могут вполне успешно торговать на Etsy. Это глобальная аудитория покупателей, это низкие комиссионные, хорошо спроектированная и очень простая в использовании онлайн-торговая площадка. Настройка листинга простая и быстрая. Большое внимание уделяется не только продукту, но и процессу его создания. Большие возможности рассказать историю и передать ценности бренда. И Etsy, что самое интересное, обслуживает разные типы покупателей, например, C2C, B2C и B2B, в нише ремесел и ручной работы. То есть физические лица спокойно могут торговать на платформе Etsy. И Etsy генерирует не сильно большой, но тем не менее некоторый трафик для вашего магазина. Например, на вашем сайте и на вашем магазине в социальных сетях. Недостатки Etsy. Узнаваемость бренда для отдельных продавцов невысока. Например, когда люди покупают что-то на Etsy, они более склонны говорить: «Я купил это на Etsy», а не у создателя или владельца магазина. Требуется много продвижения за пределами платформы. Например, SEO, Search Engine Optimization, это поисковая оптимизация, не так хороша, как на других платформах. Видимость в поисковых системах ниже. Например, в Google объявления на Etsy будут отображаться в нижней части результатов поиска в Google, если у вас нет очень популярного магазина на Etsy. Еще один недостаток, о котором я уже говорила, это страны, которые могут использовать платежи Etsy. Это не все страны, к сожалению. Платформа может немедленно и без предупреждения закрыть магазин, если предполагается, что произошло нарушение правил. И алгоритм не отдает предпочтение магазинам, расположенным далеко от покупателя, также из-за более высокой стоимости доставки. Ну и давайте посмотрим воочию эту платформу Etsy. В поисковой строке Google вы можете ввести etsy.com или просто Etsy, и она выведет вас на страницу Etsy. Имейте в виду, чтобы торговать на Etsy, желательно, вернее даже обязательно знать английский язык. И вот мы видим платформу уникальных, интересных ручных изделий самых разных стран мира. Мы можем просмотреть то, что есть. Давайте пройдем по изделию, которое у нас есть на домашней странице. Такое очень красивое изделие, предположительно ручной работы. Итак, читаем про него. Декоративное, шелковое, вышитое покрывало на кровать из Узбекистана. Вы видите цену, что у него довольно-таки высокая цена, поскольку оно ручной работы. Далее мы видим размеры, материал и да, оно на самом деле ручное. Чуть ниже мы видим описание, полное описание продукции от производителя, что это ручная работа из Узбекистана в Центральной Азии в стиле бохо и богема для домашнего декора. С левой стороны мы видим все отзывы на данное изделие, отзывы и оценки. Также в поисковой строке мы можем задать любой запрос. Имейте в виду, что вы всегда можете использовать Google Translate, но сейчас давайте мы введем Felt Toys, что значит волочные игрушки. Я думаю, что эта категория товара довольно-таки логичная для Кыргызстана. В Кыргызстане производится большое количество изделий из войлока. И мы видим, какой большой обзор компаний, которые производят волочные игрушки. Если вы являетесь производителем волочных игрушек, это ваши прямые конкуренты. И если вы ходите на международный рынок с вашей продукцией, здесь вы можете оценить цены ваших конкурентов и посмотреть международные тренды. Давайте взглянем на какой-либо из данных товаров, допустим, на данные игрушки, которые свалены из войлока при помощи иголки. Это фигурки ламы, такие симпатичные в шапочке. Мы видим цену, мы видим, что они ручные и сделаны из шерсти альпаки. Также вы можете здесь видеть производителя. Если вы нажмете на него, то вы увидите всю продукцию данного производителя, где он находится, во-первых, физический адрес, количество продаж у него, его рейтинг и также то, что у него имеется налаженная логистика. И, соответственно, вы можете видеть все товары, которыми торгуют данные производители на платформе Etsy. Хочу отметить, что зарегистрироваться на Etsy, если вы сможете найти партнера в стране, где принимают Etsy Payment, довольно-таки легко. Опять же, в комментариях к этому видео мы можем добавить краткий видеокурс о том, как зарегистрироваться на платформе Etsy. Но имейте в виду, что он на английском, но и чтобы торговать на платформе Etsy, нужно знать английский. И напоследок я хочу показать одну платформу для русскоязычных пользователей, такой как optlist.ru.
Это платформа для оптовых поставщиков. Хочу отметить, что большое количество производителей текстильной продукции из Кыргызстана зарегистрированы на ней. Здесь вы можете видеть все поставщики по категориям и довольно-таки легко сделать регистрацию на данной платформе. А если мы выберем одежду, обувь и аксессуары, то мы выйдем на поставщиков, которые торгуют оптом в данной категории. Например, давайте в компанию Ума. Это производство женской одежды, находится в Бишкеке, в Кыргызстане. Мы видим описание, контент о компании, товары, которые она производит, варианты оплаты, способы доставки, минимальный заказ, количество сотрудников и контакты, по которым можно с ними связаться. Также есть официальный сайт. Хочу отметить, что на платформе OptList довольно-таки легко зарегистрироваться. Нажав «Регистрация», вы поставщик, и далее заполнив электронную почту, пароль, имя, фамилию, телефон и так далее. Заполнив все это, вы можете довольно-таки легко добавить контент о компании, вашу продукцию. И если вы включите платное продвижение на OptList.ru, у вас будет больше шансов получить оптовых клиентов на данной платформе. Данная платформа очень удобна в использовании. Она русскоязычная, и на данной платформе есть большое количество покупателей. Вы также можете рассмотреть покупателей, нажав на категорию одежды, обувь, аксессуары. Видите, мы можем посмотреть ИП Жуков, который занимается оптовыми закупками трендовых и маржинальных товаров от поставщиков. Здесь вы видите контактные данные, email, по которым вы можете с ним связаться. Я желаю нашим видеослушателям, которые занимаются электронной коммерцией, выйти на международные маркетплейсы и прославить свою продукцию на весь мир.